Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конкурса «Я исследователь». Меня зовут Литвия Ванчияли, мне 6 лет. Я воспитанница детского сада Сулысчан, села Намсы. Недавно мы с мамой посетили краеведческий музей. Я там увидела книги с рисунками. Книги мне очень понравились. Кажется, что эти рисунки рисовал Ефим Шапошников, наш земляк. Тема моей работы – якутский художник Ефим Шапошников, дети. Я хочу узнать, какие еще рисунки он нарисовал, и узнать об этом поподробнее. Ефим – известный художник Якутии. Его рисунки, иллюстрации украшают многие детские книги на якутском языке. В них он передает мир детства и свою любовь к детям. Ефим рано стал сиротой. Он родился в 1926 году в селе Хамахата Нанского области в семье колхозника. Ефим с малых лет любил рисовать. Свои первые шаги в мир художества он начинал рисование открыток, иллюстраций журналов. Потом стал рисовать детей, животных, дома, героев сказок, но рисунки детей получались лучше всего. После 7 класса Ефим поступил в Якутское художественное училище. Далее он продолжил учебу в Харьковском педагогическом институте в отделении живописи. Из-за болезни ему пришлось уехать обратно. Иллюстрации книг он рисовал еще в годы учебы. У Ефима было много друзей-писателей. Он дружил с писателем Моисеем Ефимовым. К его произведению он нарисовал много иллюстраций. Его первая успешная работа – это собрание букв Петра Табурокова. Ефим Михайлович известен как художник-анималист. В их рисунках он точно передает каждое движение персонажа, что кажется, будто они живые и вот-вот начнут двигаться и говорить. За всю свою жизнь Ефим нарисовал иллюстрации более 100 произведений книгам и букварях на якутском языке. Это произведения «Живые предания», «Якутское сарке», «Письмо на Инии», «Эльдая», «Игрушки», «Винтик Мюнхгаузен», «Старушка Бебеле Кен», «Животные», «Похождение мальчика болот», «Мальчик речий хвостик», «Три басни» и другие. А вот его самые известные работы. «Борьба», «Водоплавающие» и «Утро». У Ефима было 4 детей. Его дочери Екатерина и Туяра стали художниками. Ефим до конца своих дней не переставал работать. Его работы можно увидеть в Художественном национальном музее искусств. Его именем названа карьера в Русском педагогическом колледже.
Современные ребята увлечены компьютером, компьютерной графикой, но многие из них не знакомы с работами художников, поэтов, писателей родного края. В 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Творчество Михаила Шапошникова является наследием нашего народа. Я тоже люблю рисовать и решила попробовать себя в роли художника-иллюстратора. Хочу показать свои рисунки. Это сказка Рапунцель и Колобок. Я нарисовала их акварелью. И они получились очень яркие и качественные. Еще я пробовала делать технику Елены Гавриловны. Сначала вырезаем рисунок, наносим туда краску, лист, переносим это на лист, и получается вот такой вот рисунок. Спасибо за внимание. Спасибо, Мичияна. Вопрос такой. Какие рисунки тебе больше понравились? Какой рисунок? Это плавающие. Да. Чем он понравился, этот рисунок? Ну что там дети? Дети? Угу. А какую технику рисования ты узнала? Можешь еще повторить? Гравюра. Гравюра, да? Угу. А можешь еще показать рисунки поближе? Свои рисунки. Угу. Еще рисунки. Угу. Как называется рисунок это? Первый рисунок. Первая картина. Рапунцель. Ага. И? Колобок. Колобок, да? Угу. Спасибо, Челя. Еще вопросы есть? Здравствуйте, у меня такой вопрос. Чена, а ты знаешь, что такое рисунок иллюстрация? Иллюстрация – это рисунки произведения. Хорошо. Еще один такой вопрос. А ты знаешь, какую первую книгу Ефим Михайлович иллюстрировал? Собрание букв Петра Табурокова. Молодец. Спасибо за ответ. Добрый день. Мичиян, скажи, пожалуйста, почему Ефим Шапошников большинство своих рисунков изображает детей? Потому что он любит детей и передает им мир детства и свою любовь к детям. Спасибо. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Мужчина. Кем ты хочешь стать? Миллионером. Спасибо за ответ. Желаю удачи. Мгм. Спасибо, Мичена. Желаем удачи. Спасибо, до свидания.